А сейчас поговорим о множественном числе существительных, которые называются сагалатами. Подавляющее большинство существительных, изученных нами к настоящему времени, имеют ударение на последнем слоге. Однако из этого правила есть исключение. У целого ряда известных нам существительных ударение на предпоследнем слоге. Например, сефер, седер, серет, текес, дерех, елед, делет, эрец, мелех, гешем, келев, бокер, ходеш. Что у них общего? Легко заметить, что у всех этих существительных вторая или предпоследняя буква огласована одним и тем же образом, огласовкой саголь. Поэтому эти существительные и называются сагалаты. Однако к сагалатам относятся также существительные, у которых вторая или предпоследняя буква огласована огласовкой патах. Изменение огласовки происходит из-за того, что последняя или предпоследняя буква гортанная. Например, баль, пам, цева, перах. Наиболее интересным для нас свойством сагалатов является то, что у них одинаковая форма множественного числа, не зависящая от их рода. Точнее говоря, таких форм две с суффиксами множественного числа им или от. Проверим это. Седер, седарим, сефер, сефарим, текес, текасим, серет, сератим, делет, окончание от, делатот, дерех, дерахим, мелех, мелахим, эрец, суффикс множественного числа, от, арацот, келев, келавим, гешем, гешамим, ходеш, חודשים, בוקר, בקרים, בעל, בעלים, צבע, צבעים, פעם, פעמים, а также перах, перахим.